Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Восток Украины. Несколько населенных пунктов Донецкой области были обстреляны тяжелой артиллерией. Отставка президента ФИФА. Попадет ли Зепп Блаттер под прицел следствия? И антикризисная картошка. На Урале борются с западными санкциями. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени. В Праге с вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Конец перемирию. По линии фронта между украинскими войсками и силами сепаратистов возобновились активные боевые действия. Ночью артобстрелу подвергся город Янакиево. Разрушены дома, погиб один местный житель. По словам его 80-летней соседки, снаряд залетел прямо в его квартиру. И он вот это, когда началась стрельба, на балкон вышел, говорит: мам, давай собираться, они же угловодские привыкли, давай собираться, выходить. Подошел к кровати, брюки взял, и тут влетели эти вот такие вот осколки. Весь живот развороченный. Были обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. В районе Текстильщик в результате обстрела загорелся рынок. Боевые действия продолжались в районе города Марьинка, последнего украинского пункта до позиции непризнанной ДНР. Противоборствующие стороны обвинили друг друга в начале обстрелов и применении тяжелой артиллерии. По словам представителя администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрея Лысенко, противник безуспешно пытался атаковать украинские позиции. О 3 године ранку противник распочал. В 3 часа утра враг начал массированные обстрелы наших позиций с тяжелых вооружений в районе Марьинки и Красногорьевки. Были использованы танки, минометы и артиллерия. Враг попытался продвинуться дальше, но украинские военнослужащие отразили все атаки и удержали позиции. Сейчас ситуация находится под их контролем. Представитель непризнанной ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, обвинил украинскую армию в начале нападения. За прошедшие сутки зафиксировано 43 факта нарушения прекращения огня украинской стороной. Из них 27 в ночное время суток. В результате обстрела была повреждена шахта имени Скачинского, расположенная в окраинах Донецка. По словам представителя непризнанной ДНР, в шахте осталось около 300 шахтеров. Незадолго до эфира я беседовал с нашим корреспондентом Екатериной Малафеевой. Самое, что сейчас напряженное, это ситуация на шахте Скачинского, которая находится очень близко к Петровскому району города. После звонка главному инженеру он сказал, что административное здание находится в огне, о том, что был прилет в саму шахту, шахта была обесточена, но они под контролем держат ситуацию. Насколько известно, в Киевском районе города и Петровском районе города Донецка были обстрелы и попадания в жилые дома. По сообщениям главного врача Донецкой областной травматологии, около 60 человек сейчас находятся в больнице с ранениями, без рук, без ног. В Грозном утром было совершено нападение на офис межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток». Сначала собравшиеся у здания люди скандировали лозунги против правозащитников. А затем группа молодых людей разбила их служебный автомобиль, ворвалась в офис и разгромила его. Полиция действиям нападавших не препятствовала. Российские правозащитники потребовали у федеральных властей вмешаться в ситуацию и выяснить, кто разгромил офис организации. След от советских танков, оставленный в середине прошлого века, в европейской истории не исчезает до сих пор. После показа по российскому телевидению фильма «Варшавский договор. Рассекреченные страницы» у руководства Чехии и Словакии возникли вопросы. Они касаются трактовки событий Пражской весны. Авторы фильма представляют ввод в страну советских танков в 1968 году как акт помощи по предотвращению военного переворота, который готовили США. Пока посла России вызывают для разговора в МИД Чехии, а руководство российского телевидения отвечает на критику со стороны Словакии, наш корреспондент Александр Касаткин посмотрел этот фильм с историком Ярославом Шимовым. Ярослав, какова у вас была первая реакция, когда вы посмотрели этот фильм? Мне казалось, что все-таки до такой степени извращения и выворачивания наизнанку исторических событий, еще все-таки не весь путь пройден. Оказалось, что путь пройден уже очень большой и полностью не только стиль, но и содержание советской пропаганды 40-50-летней давности. Вот мы видим, что возвращается, к сожалению. Сегодня эту организацию многие пытаются представить как всего лишь одну из оппозиционных партий.
Но на деле члены клуба 231 больше походили на боевиков-наемников. Организация 231, клуб 231. Что это было на самом деле? Это была организация, которая возникла уже как раз в ходе Пражской весны в 1968 году, в этот бурный период такой краткой, ну, скажем так, чехословацкой перестройки. Но говорить о людях, которые пострадали от коммунистического режима, что это пособники нацистов, эсэсовцы и так далее, но это на самом деле становиться полностью на позицию коммунистической пропаганды того времени, что с успехом, в кавычках, авторы этого фильма и делают не только в этом вопросе, но и в большинстве других вопросов. Версию о якобы мирном гражданском восстании с романтичным названием «Пражская весна», которой прикрывались пропагандисты этой весны, разрушают живые свидетельства участников тех событий о загодя приготовленных и спрятанных в тайники гранатометах и автоматах. В действительности же речь шла, конечно, о процессе реформ, который сопровождался широким общественным движением. Но это были политические процессы. Государство было абсолютно управляемое, подчиненное, социалистическое государство, которое чуть-чуть стало, так сказать, оттаивать. Тот же Путин в 2006 году, будучи в Чехии и в Словакии, заявил, что Россия, как наследница СССР, несет моральную ответственность за это вторжение. Что изменилось вот за эти годы? Крым наш случился. Случилось резкое, так сказать, в каком-то смысле лобовое геополитическое столкновение нынешней России и западного мира. И в рамках идеологической артподготовки Кремль, естественно, начинает манипулировать и с историческими фактами тоже. Ведь тот же Путин в 2009 году, когда отмечалось 70-летие начала Второй мировой, осудил достаточно в ясных выражениях пакт Молотова-Риббентропа. В этом году мы уже слышали в период, так сказать, накануне празднования 70-летия победы над нацизмом, от него совсем другие оценки, что, ну а что, собственно, как бы разумное основание это имело, так сказать, Сталин вел политическую игру, которая оправдывает подобного рода соглашения и так далее и тому подобное. И даже нынешний Путин не может сказать откровенно то, что могут сказать вот авторы вот таких вот фильмов, которые, тем не менее, выходят на государственном, прошу заметить, телевидение. И они уже проговаривают все четко, выстраивают такую линию, что Россия и ее предшественник Советский Союз всегда были правы. И всегда, в общем, противостояли одним и тем же врагам. Коварному Западу, который вот тогда хотел Чехословакию похитить из дружной семьи социалистических братских народов. Значит, сейчас вот пытаются Украину увести из-под носа, причем Россия, даже и Советский Союз, однозначно теперь ассоциируется с добром. И это добро всегда, так сказать, себя проявляло, и не за что стыдиться, не за что извиняться. Все было правильно. Российский производитель зенитно-ракетного комплекса «Бук» готов взорвать в небе самолет, чтобы проверить результаты своей версии крушения малайзийского «Боинга». Концерн «Алмаз-Антей» провел собственное расследование и представил его результаты. Производитель оружия считает, что ему удалось установить точную модель «Бук» и тип ракеты, которые могли сбить авиалайнер. Сказать наверняка, какой стороне принадлежал зенитно-ракетный комплекс, специалисты не могут. Однако утверждают, что данная модель находилась на вооружении украинской армии. Заявление представителя «Алмаз-Антей» вызвало неоднозначную реакцию как у официального Киева, так и у журналистов, самостоятельно расследовавших причины крушения самолета. Подробнее Екатерина Кочкина. Первое, что привлекло внимание независимых журналистов, расследующих падение малайзийского авиалайнера, спутниковые фотографии, которые использовал в своем докладе концерн «Алмаз-Антей». Исследователи проанализировали снимки, предоставленные Министерством обороны России, и пришли к выводу, что они были сфальсифицированы. Был анализ метаданных, который показал, что снимки были обработаны, используя программу Photoshop CS5. Был также анализ уровня ошибок снимок. Это такой способ тоже проанализировать снимки, и можно было подтвердить то, что снимки были обработаны. Аналитики утверждают, что снимки были искажены, чтобы создать впечатление, что ракета, сбившая самолет, была запущена с территории, которая в тот момент контролировалась украинской армией. Значит, у нас есть документы, что данная ракета имеется на вооружении вооруженных сил Украины. В 2005 году
количество вооруженных сил Украины составляло 991 изделие. Официальный Киев опроверг доводы Алмаз-Антея. Там силы были, скажем, не украинские, это точно. Я теперь не хочу здесь, хотя можно было отдельно поговорить, там, боевиков или россиян. То есть у боевиков просто не было такого оружия. Независимые журналисты добавляют, что на основе информации и видео, находящихся в открытом доступе, им удалось проследить траекторию движения российского Бука на территорию Украины. Игнат Астанин полагает, что ракета, сбившая самолет, была выпущена именно из него. И я как раз вот обнаружил, что вот был Бук, который совпадал, то есть у него по, допустим, там след номеров, и есть разные отметины, есть повреждения бортовых экранов, которые совпадают, да, и понятно то, что Бук тот же самый, и вот используя... Следственный комитет России, ведущий свое расследование авиакатастрофы, настаивает на том, что малайзийский лайнер был сбит военным самолетом Су-25 ВВС Украины. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Напомним, что Боинг малазийских авиалиний, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля прошлого года. Катастрофа произошла недалеко от города Торрес, в зоне конфликта на востоке Донецкой области. На борту самолета находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли. Расследованием крушения авиалайнера занимается международная следственная группа. Брюссель и Вашингтон неоднократно заявляли, что Москва снабжает донецких сепаратистов видами тяжелых вооружений, в том числе ЗРК, которыми повстанцы сбивали самолеты. Кремль эти обвинения отрицает. В противоположность утверждениям российской компании, украинские вооруженные силы за время конфликта не применяли ракеты «Земля-воздух». Комментарий представителя Госдепартамента Марии Харф. Наши оценки были ясны с самого начала, что рейс малайзийских авиалиний MH17 был сбит ракетой класса «Земля-воздух», запущенной с подконтрольной сепаратистам территории в Восточной Украине. Мы убеждены в том, что ни одна из систем ПВО Украины не находилась в пределах досягаемости от места крушения, и что за всю продолжительность конфликта украинские военные не запустили ни одной ракеты класса «Земля-воздух». Версия российской стороны изменилась. Сначала они настаивали, что это не была ракета «Бук». Сейчас они вдруг говорят, что это была ракета, но это были не они. Я думаю, что правдивость их утверждений не является стопроцентной. Другая тема. Неожиданная отставка президента Международной федерации футбола Зеппа Блаттера обсуждается повсюду. На брифинге Госдепартамента Марии Харф задали прямой вопрос. Это вы, в смысле США, вынудили Блаттера уйти? Ответ был нет. У США нет позиции по вопросу о том, кому следует находиться на посту президента ФИФА. По словам Харф, ее лично больше интересует американский футбол. Но вот газета «Нью-Йорк Таймс», комментируя отставку Блаттера, пишет, что представители правоохранительных органов США подтвердили, что он находится под прицелом следствия. Вашингтон-Пост добавляет, что федеральные прокуроры рассчитывают получить свидетельские показания чиновников, которые уже были арестованы, для дальнейших обвинительных заключений. Генеральный прокурор США Лоретта Линч комментарий давать отказалась, мотивируя это тем, что следствие продолжается. Тему продолжит Александр Панов. Всего через 4 дня после своего переизбрания президентом ФИФА на 5-й срок 79-летний Зепп Блаттер объявил, что уходит в отставку. Последние 40 лет моей жизни были тесно связаны с ФИФА и с этим чудесным видом спорта, футболом. Я уважаю ФИФА и всегда желал этой организации всего наилучшего. Мое переизбрание не было поддержано всеми. Я призываю исполком как можно быстрее провести чрезвычайный съезд и избрать моего преемника. Крупнейший коррупционный скандал в истории Международной федерации футбольных ассоциаций, а может быть в истории всего международного спортивного движения, грянул неделю назад. По представлению Минюста США, швейцарские правоохранительные органы арестовали несколько высокопоставленных футбольных функционеров и глав компаний, связанных с ФИФА. На пресс-конференции в Нью-Йорке Министерство юстиции США и прокуратура Восточного округа Нью-Йорка объявили о начале масштабного антикоррупционного расследования. ФБР вело его 4 года. Арестованные обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 150 миллионов долларов при заключении маркетинговых и телевещательных сделок, а также при выборе ЮАР в качестве места проведения чемпионата мира 2010 года. Предъявлены 47 обвинений, в том числе во взяточничестве, мошенничестве
мошенничестве и отмывании денег. Мошенники пользовались финансовой инфраструктурой США, объявила генпрокурор Лоретта Линч, объясняя требования экстрадиции арестованных для суда в Соединенных Штатах. Прокуратура Швейцарии отдельно от американского Минюста добавила свои обвинения, связанные с правами на проведение чемпионатов мира в России в 2018 и в Катаре в 2022. Это на самом деле чемпионат мира по мошенничеству, и сегодня мы показываем FIFA красную карточку. Несмотря на то, что в обвинениях американской стороны глава ФИФА не упоминается и нет фактов, касающихся выборов России хозяйкой чемпионата в 2018 году, Владимир Путин отреагировал на расследование американцев очень жестко. Он обвинил США в попытке распространить свою юрисдикцию на другие государства. Путин назвал действия Вашингтона грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций. Сославшись на сообщения российских СМИ, он обвинил американские власти в нарушении принципа презумпции невиновности в отношении арестованных. Кстати, о российских СМИ. После таких слов президента они приветствовали победу Блаттера на выборах, объяснив ее твердой позицией российского лидера и назвав ее провалом ФБР. Тем не менее, Блаттер уходит. Можно предположить, что угрозы УЕФА, самой авторитетной международной организации, возглавляемой Мишелем Платини и представляющей европейские страны, провести свой альтернативный Мундиаль 2018 и бойкотировать ФИФА, повлияли на решение Блаттера, отставка которого предотвратила раскол в международном футболе. 4 дня назад с трибуны съезда Блаттер говорил: «Нам нужна не революция, а эволюция». Какие до боли знакомые слова. В случае ФИФА реформы давно назрели. Предшественник Блаттера, бразилец Жао Авиланш, 3 года назад был признан швейцарским судом виновным в получении взяток, и только преклонный возраст спас его от тюрьмы. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время, Вашингтон. В Кремле удивились уходу Блаттера, но подтвердили решимость России провести у себя чемпионат мира по футболу в 2018 году. Спецслужбы США будут по-новому собирать информацию о телефонных переговорах. Ныне эти данные будут накапливать телефонные компании. С подробностями Алексей Березин. По закону, известному под названием USA Freedom, прекратится сбор данных о телефонных звонках американцев, которым занималось Агентство национальной безопасности. Кроме того, будет прекращен сбор колоссального объема иных данных. О том, что такая слежка ведется, сообщил Эдвард Сноуден, скрывающийся бывший подрядчик агентства. Принятию закона воспротивились некоторые наиболее высокопоставленные республиканцы в Конгрессе. Это не повышает защиту частной жизни американских граждан и совершенно точно подрывает безопасность Америки, забирая еще один инструмент у наших бойцов. На мой взгляд, в самое неподходящее для этого время. У властей, как и прежде, останется возможность получить доступ к некоторым телефонным записям, набранным номерам, датам и продолжительности разговоров, но не к их содержанию. Некоторые журналисты называют этот закон победой Сноудена, получившего убежище в России. Выступая по видеосвязи во вторник, Сноуден сообщил правозащитной организации Amnesty International в Великобритании, что отслеживание телефонных разговоров не помогает предотвратить нападение террористов. Потому что когда у вас есть люди вроде меня, которые, по сути дела, за это отвечают, приходя на работу каждое утро, пытаясь отыскать что-то в переговорах всего мира за прошлый день, прошлую неделю, прошлый месяц, вы очень быстро понимаете, что, собирая все, мы не понимаем ничего. Но без такого закона невозможно вообще никакое наблюдение, и это вынудило некоторых республиканцев пойти на компромисс. Демократы в Сенате защищают законопроект. Одобренный Конгрессом закон USA Freedom — это взвешенный компромиссный законопроект, результат долгих переговоров. Он привносит крайне необходимые реформы в некоторые наши полномочия по слежению, гарантирует, что мы оберегаем Америку, права американцев, увеличивая при этом подотчетность властей. Позднее во вторник президент Обама подписал закон, описав его как жизненно необходимый для охраны безопасности, а также гражданских свобод американцев. Проверки безопасности в аэропортах доставляют немало неудобств и вызывают некоторые сомнения в их эффективности для предотвращения реальных угроз. В США исполняющий обязанности руководителя управления транспортной безопасности Мелвин Карауэй был отправлен в отставку после того, как работающим под прикрытием агентом 67 раз из 70 удалось беспрепятственно пронести через металлоискатели предметы, которые выглядели как оружие и взрывчатка. На студии наш обозреватель Александр Григорьев.
Саша, ну вот вопрос после этого, есть ли смысл в существующих процедурах, и есть ли вообще какие-то альтернативные способы обеспечения безопасности полетов? Ну, альтернативные способы всегда есть, и их основа заключается в правильном ведении разведывательной деятельности, сборе разведывательной информации, которая позволяет заблаговременно отследить и идентифицировать людей, которые способны что-то нехорошее устроить на борту самолета. Это могут быть не террористы, это могут быть преступники, это могут быть вражеские спецслужбы, это могут быть кто угодно, сумасшедшие. Но, естественно, разведка не дает стопроцентной гарантии. И разведка не всемогущая. Так же, как не всемогущие люди, которые занимаются досмотрами нашего с вами багажа, когда мы пытаемся куда-то улететь. TSA, Агентство транспортной безопасности, вот уже окрестили Totally Stupid Agency. Абсолютно тупое агентство, да, потому что оно, например, заставляет всех американцев приезжать на рейс как минимум за 2 часа до отправки самолета, выставить длинные очереди, снимать тапочки, то есть заниматься какими-то очень неприятными действиями. И, как выясняется, вот, в результате подобных расследований, оно не гарантирует безопасности. Это не первый скандал такого рода, связанный с TSA. То есть такие же разоблачения были. С агентствами, которые занимаются безопасностью граждан. То есть я нашел 4 крупных скандала, связанных именно с безопасностью в аэропортах. Например, в рамках одного скандала выяснилось, что люди, которые принимались на работу в это агентство, имели какое-то криминальное прошлое, да, то есть это совершенно невозможно. В другом случае корреспондент журнала «Атлантик» нагрузил свой багаж там флагами Аль-Каиды, значит, какими-то, так сказать, муляжами каких-то взрывных устройств, какими-то длинными кинжалами и благополучно дважды перелетел через территорию США туда и обратно. Да? То есть скандалов было много. И ревизии эти устанавливали, там летели головы. Проблема, вероятно, в следующем. Дело в том, что, на мой личный взгляд, американцы не очень понимают, что такое безопасность. Эта страна не привыкла работать так, как работает старушка Европа, если только можно выразиться, которая знает, что вот надо вот ходить вот по струночке, подчиняться всем людям, и, сказать, которые носят форму, и выполнять команды. А люди, которые, соответственно, носят форму, отвечают за безопасность, они до конца не понимают, что они делают. Спасибо. Это был наш обозреватель Александр Григорьев. И результаты парижской встречи министров стран, противостоящих террористической группировке «Исламское государство». Международная коалиция поддержала иракский план освобождения провинции Анбар, которую сейчас контролируют экстремисты. Вот уже на этой неделе начнутся поставки в Ирак противотанковых ракет. Коалиция также пообещала продолжить воздушные атаки на позиции боевиков. Ирак, однако, требует большей военной поддержки со стороны международного сообщества. Но вот комментарий пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста о том, чем США готовы и не готовы помочь. Я бы отметил, что в последнюю неделю США поставили иракским силовикам 1000 противотанковых установок AT-4. Это оружие, которое можно использовать против начиненных взрывчаткой автомобилей, которые ИГИЛ применяет перед проведением наступательных операций. Была также заинтересованность в том, чтобы усилить обучение иракских силовых структур. Президент принципиально не считает проведение полномасштабной наземной операции под руководством американских военных отвечающим интересам нашей страны. Президент считает ситуацию в сфере безопасности Ирака ответственностью иракского правительства, иракских силовых структур и иракского народа. Из Ближнего Востока на Урал. Нам санкции по борозде. С таким девизом жители уральского городка решили ответить на западные санкции. Подробности у коллег в Праге. Голландские клубни в русскую почву. Импортозамещение, как оно есть. Жителям уральского города Березовский власти бесплатно выдали землю для посадки картофеля. Правда, выдали всего по 2 сотки и всего на 1 год. Хватит ли этого времени и места, чтобы прокормить свои семьи, расскажет Екатерина Пономарева. Порадуемся на своем веку. Это очень напоминает кадры советской кинохроники. Выезды в колхоз на картошку со всеми вытекающими. Резиновые сапоги, лопаты, ведра. Так сильна у людей ностальгия по прошлому. Раньше на картошку ездили из-под палки, а теперь в поле выходят как на праздник. С песнями и частушками. Антикризисными. С политическим подтекстом. Говорят, картошки сели, колорадские тужи. Обойдемся без картошки. Лишь бы не было войны. Мужики!
Без политики сейчас даже картошку не посадишь. Эта акция – ответ на санкции. Местным жителям они по борозде. Зачем нужны заграничные продукты, когда можно по старинке вырастить свое родное? Тем более, что участки под посадку раздают совершенно бесплатно. Только на один сезон. С легкой руки местной администрации. Последние годы не секрет. Люди привыкли больше сидеть на диване и, глядя в телевизор, высказывать какие-то недовольства, критику. А сегодня есть возможность собственными руками позаботиться о своем завтрашнем дне, о том, чтобы стол был накрыт, чтобы семья была сытой. Всего на этом поле пробороздили 300 антисанкционных участков. Небольших, они узкие, от колышка до колышка. На каждом написан номер участка, чтобы люди не запутались. На каждую семью 3 гряды, длиной по 100 метров. Выходит участок в 2 сотки. Кажется небольшой, но люди говорят, чтобы прокормиться на зиму, не хватит. В маленьком городе Березовске участки под картофель фри разобрали, как горячие пирожки. У многих здесь нет своей земли. Люди не скрывают, всероссийские санкции им действительно по борозде. Куда важнее продовольственная безопасность семейная. Думаем, что мы ее как бы так на лето. И этот просто то, что свежее, своя, без пестицидов, для детей. Впрочем, ответ на санкции получился какой-то неубедительный. Семена-то не наши. Какой сорт выбрали? Как она, голландка, по-моему, или как? Ну, что-то такое. Но сажали голландский картофель в уральскую землю все-таки по-русски, голыми ногами. Пенсионеры тем временем подсчитали на своей картошке, выращенной на бесплатной земле, они сэкономят 1000 рублей. Цены на овощи в магазинах, даже на отечественный продукт, сейчас растут быстрее, чем сам корнеплод. Конкретные суммы экономии можно будет назвать, когда антикризисный картофель созреет. Впрочем, глава небольшого уральского города уже собрал урожай благодарственных писем. Антисанкции в России сейчас – это отличный пиар. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Такие методы борьбы с санкциями предложили на Урале. А что может предложить 19-летний мэр городка в штате Мэриленд своим жителям? Наташа. Да, самый молодой мэр в истории штата Мэриленд был приведен к присяге. И в своей речи 19-летний Брэндон Полин пообещал вернуть бизнес в небольшой городок Индиан-Хед, где живут 4000 человек. Мэр Полин беседует с безработными о своих бизнес-планах. Городок Индиан-Хед, штат Мэриленд, представляет собой 2-километровую полосу земли между реками. По соседству находится военно-морская база, а городская дорога переходит в шоссе, которое через час приведет вас в американскую столицу. Вдоль дороги расположено то, что осталось от местного бизнеса, магазинчиков, которые были вынуждены закрыться из-за крупных торговых центров, открывшихся неподалеку. Новый мэр надеется, что Индиан-Хед сможет вновь стать тем городом, которым был раньше, очаровательным местом, окруженным природными красотами, городом, в котором люди хотят жить. Все может измениться. Много лет назад Индиан-Хед был быстрорастущим городом, и я хочу это вернуть. Я хочу, чтобы предприниматели вернулись к нам. Хочу стимулировать бизнес. Владельцы недвижимости, которые не живут в городе, часть проблемы, потому что они получают налоговые льготы с пустующей собственности. Полин хочет ввести программу, которая сделает пустые здания невыгодным имуществом. Чем дольше здание пустует, тем больше штраф. Это сделает пустые здания нерентабельным вложением, и владельцы будут искать способы начать бизнес. Предприниматель Келли Мерфи верит, что молодой мэр сможет изменить ситуацию. Его возраст меня совсем не беспокоит. Он полон энергии, которая заражает всех, кто его окружает. У нас давно такого не было. Венди Полин, мать мэра, говорит, что ее сын обладает необходимой настойчивостью. Он не боится вызовов. Когда он видит проблему, он ищет решение. Когда Брэндону было 10 лет, он добился того, что местные власти поставили знаки у пешеходных переходов. С тех пор я всегда был вовлечен в жизнь города, посещал собрания в администрации, а потом я подумал, что мне пора вступить в игру. На своей должности Полин будет получать $6000 в год. Он живет с родителями и дистанционно учится в университете. В его кабинете лежит экземпляр политического эссе, написанного в XVI веке. Полин говорит, именно эта книга нужна ему для вдохновения, ведь такая же хранится в овальном кабинете Белого дома. Хороший пример гражданской активности. На этом наша программа подошла к концу. Заходите на наш сайт, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, а мы прощаемся с вами и с нашими коллегами в Праге. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.